Здравствуйте! И сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Гал Медиа. И с вами вновь Натья Бенделиани. Начнем с официальной информации. Президент Аслан Бжаня с Днем защитника Отечества поздравил ветеранов и граждан Абхазии. В поздравительном адресе в частности говорится: «Этот день является символом несгибаемой воли, мужества и героизма наших предков, которые отстаивали свободу и независимость нашей Родины. Именно благодаря их самоотверженности Абхазия стоит непоколебимо, сохраняя свой суверенитет и культурные традиции». В этот праздничный день мы вспоминаем подвиги наших героев, которые с честью защищали нашу землю в самые тяжелые периоды истории. Сегодня перед вами, уважаемые военнослужащие и ветераны, мы склоняем головы в знак благодарности за вашу преданность делу защиты нашей Родины. Ваши деяния и самопожертвования являются основой мира и безопасности нашей страны. 23 февраля в районном доме культуры города Гал состоялся праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества. Зрителей порадовал эстрадно-фольклорный ансамбль «Мырзакан», руководителем которого является Ираклий Джумутия. Наши корреспонденты тоже побывали на праздничном концерте. 23 февраля в РДК города Гал состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На главной сцене района выступил эстрадно-фольклорный ансамбль «Мырзакан», руководителем которого является Ираклий Джумутия, с участием Лолы Колубая, Шахана Сергинава, Артема Качарава, Гиги Джобава, Анану Пачахия и многих других артистов. Мероприятие началось с гимнов Республики Абхазия и Российской Федерации и минуты молчания. Абхазский танец открыл концертную программу. Зажигательный и искрометный, он стал замечательным началом вечера. Артисты порадовали зрителей своим профессионализмом и наработанным годами мастерством. В зале присутствовали ветераны, представители местной власти, организаций и предприятий, жители и гости города Гал. Эстрадно-фольклорный ансамбль «Мырзакан» основан совсем недавно, в 2024 году. Коллектив состоит из талантливых и творчески многогранных людей. Ансамбль многожанровый. Здесь есть и сольные исполнители эстрадного, фольклорного жанра, инструменталисты и танцоры. В первую очередь хочу пожелать всех защитников Отечества с их праздником, пожелать им крепкого здоровья, мирного неба над головой, чтобы не было войны, чтобы был мир на нашей прекрасной республике и во всем мире. Нам посчастливилось, выпала такая возможность отметить этот большой праздник именно составом нашего коллектива. Для нас это большая честь. Готовились около месяца. Мы подошли к этому вопросу очень серьезно, так как это очень ответственно для нас, что нам выпала такая возможность. И спасибо всем тем, кто доверил нам это дело. Украсить сегодняшний день. Наш коллектив эстрадно-фольклорный, то есть у нас в коллективе есть хореографы, танцоры, есть отдельные певцы, сольные певцы эстрадного жанра, фольклорного жанра, а также живой оркестр,
Так что это у нас многожанровый коллектив. Мы играем практически на всех народных и на национальных инструментах, а также у нас присутствуют еще другие инструменты зарубежные, там, можно сказать. Праздничная программа была разнообразной. Танцы, инструментальные номера, песни военных лет. Гости праздника, узнавая знакомые мотивы, не сдерживали своих эмоций, подпевали и в такт аплодировали каждому выступлению. Разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. И опять пустота, пульсом бьет у виска. Пусть я вас не увижу уже никогда. И опять пустота. Двадцать 23 февраля – всенародный праздник. Это день всех сильных, мужественных, твердым духом людей. Этот праздник прежде всего военных, но вместе с тем и всех мужчин, тех, кто в любую минуту готов встать в строй, чтобы с оружием в руках защитить своих любимых, близких и свою родину. Защита отчизны, своего дома – первейший долг, выполнение которого для каждого мужчины – дело чести. Финальная песня с символическим названием «Встанем» объединила как зрителей, так и выступающих. Номер получился особенно трогательным. Публика аплодировала стоя. Прежде всего хочу поздравить всех жителей Гальского района с праздником 23 февраля, вообще всех жителей нашей республики. Это святой для всех праздник, и сегодня мы были свидетелями того, как вновь созданные
ансамбль «Мурзакан» поздравил всех жителей и всех нас с этим большим праздником. На самом деле очень приятно отметить то, что у нас в районе идет хорошее возрождение. И вот наличие такого ансамбля говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. Все молодые ребята, все талантливые. И в этот день они нам показали все свое мастерство. Еще раз хочу всех поздравить с этим праздником, с 23 февраля. И пожелать самое главное всем мира и большого крепкого здоровья. Это прекрасное мероприятие стало в первую очередь выражением благодарности. В адрес защитников Отечества со сцены не раз звучали добрые слова поздравлений и пожеланий. Концерт прошел на одном дыхании и подарил зрителям массу положительных эмоций и море хорошего настроения. Илона Микава, Борис Цацуа, Гал Медиа. Выборы президента России пройдут в республике 17 марта. Для этого в столице Абхазии и в районах откроют 30 избирательных участков. 23 февраля под председательством вице-президента Республики Абхазия Бадры Гунба прошло очередное заседание Государственной комиссии по проведению памятных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, второго президента Республики Абхазия, героя Абхазии, кавалера ордена Октября первой степени Сергея Васильевича Багапш. Вице-президент на основании представленных участниками Государственной комиссии предложений утвердил перечень государственных мероприятий, посвященных 75-летию Сергея Багапш. Также Государственная комиссия рассмотрела и одобрила мероприятия, предусмотренные администрацией города Сухум и администрацией Ачамчирского района. 21 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения основоположника абхазской литературы, народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия. Вопросы просвещения, языкознания, истории, этнографии всегда были в центре внимания классика. Литературные произведения писателя, его публицистика, просветительская деятельность не потеряли своей актуальности для читателей и граждан современной Абхазии. Наследие народного поэта, как никогда ранее, нуждается в глубоком исследовании, убеждены писатели и ученые Абхазии. В честь празднования 150-летия со дня рождения выдающегося деятеля абхазской культуры и литературы Дмитрия Иосифовича Гулия президент Абхазии Аслам Бжаня подписал указ, объявляющий 2024 год в Республике Абхазия годом Дмитрия Иосифовича Гулия. В честь 150-летия со дня рождения основоположника абхазской литературы галские школьники посетили литературно-мемориальный музей народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия. Делегация из Гала вручила небольшой денежный подарок в размере 170 тысяч рублей. Средства были собраны учащимися и учителями школ Галского района. Тему продолжит Илона Микава. Учащиеся школ Галского района посетили литературно-мемориальный музей народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия. Ребят сопровождали работники районного отдела образования во главе с заведующей Екатериной Габелия. В честь 150-летия со дня рождения Дмитрия Гулия в дар Дом-музею делегация из Гала вручила небольшой денежный подарок в размере 170 тысяч рублей. В отделе образования на очередном совещании мы решили внести маленькую лепту от гальских детишек и учителей. Все 19 школ, как смогли, собрали. Вот здесь небольшая сумма. Это от нашего района для музея. Отмечает вся Абхазия 150-летие нашего великого абхазского писателя Дмитрия Гулия. И вот дети сделали такой подарок. Они, каждый из них внес лепту. Спасибо вам огромное. Это очень трогательно. Особенно, когда понимаешь, что это от каждого человека. Это значит лепта каждого. И это на самом деле дорогого стоит. В этом году действительно у нас вот уже сделана смета, предполагается ремонт нашего здания. Ну, это тоже не капитальный, но мы надеемся, что ремонт получится. Обещаю вам, что это ваша лепта. Это вот и здесь, вот в том, что мы приобретем, будет ваша доля. И мы обязательно сделаем так, что то, что мы приобретем, и там будет написано, что это вот от гальцев, от учеников, от района
Поэтому это останется в истории. И дело даже не в том, что и для вас, и для нас это тоже сумма не маленькая, то, что вы озвучили. Но даже дело не в сумме, а дело в том, что ваша частичка будет в этом музее. Спасибо вам большое. Спасибо. Я вас всех поздравляю с днем рождения Дмитрия Иосифовича, потому что для нас, для вас, для всех жителей Абхазии это, конечно, национальный праздник, это то, что нас объединяет, это то, что делает нас людьми, просвещенными, и особенно, когда это исходит от школ, от образования, это всегда дорого. И я должна сказать, что из Гальского района гальцы приезжают, и не один раз у нас были. И ребята и читают стихи, и прекрасно поют. И мы очень от души принимаем всегда, мы рады. Я надеюсь, что наши связи будут еще более тесными. Основоположник абхазской литературы, ее патриарх, народный поэт Абхазии, просветитель, ученый, лингвист Дмитрий Гулия родился 21 февраля 1874 года и ушел из жизни в 1960 году. За свою жизнь он внес неоценимый вклад в абхазскую литературу. Его произведения являются достоянием республики. Труды Дмитрия Иосифовича известны не только в Абхазии, но и во многих странах мира. Ахшыҩ аҵареи ибыҭазар маҭахуп. Ахшыҩ уасхыроуп, аҵара убра ишьақәыркәоуп, ауасхыркәадазар аҩнышәарҭа дуп. Хшыҩда амч, ду аҩы ҭанархоит. Ахшыҩ амч ицызар, нас аҩы днархоит. Ҵарада ахшыҩ, дырҩегьых ҵыргәа дуп. Хшыҩда аҵара мыцхәы ишьарҭа дуп. Харантәи ааз сасра икарандаш кны сзааит сара. Суҳәоит исоуҳәараз, уазусҭада уара. Сара адунеи ду аԥасоуп, иара убри алагьы сара сыҽхәыҩуп. Еиларганы иуасҳәап, сара саԥсуп. Аԥсуа жәлар рԥасоуп сара. В ходе экскурсии по музею писателя учащиеся узнали интересные факты о его жизни и творчестве. Ребята побывали в кабинете литератора, увидели его рабочую библиотеку, познакомились с коллекцией сувениров, которые привозили друзья и поклонники творчества Дмитрия Гулия. Гәышьамхыла укамхьан, гәарбжьарак убжьамхан, усҭахур зуҵәахымхьан. Жәахаала ирчала, жәарҟәыжәгала уцәажәала, ажәаб ҿыцқәа хкы-хкыла, исызраҳәала аԥсышәала. В двухэтажном строении 5 музейных комнат. Все они посвящены творчеству и научным трудам писателя. В коллекции музея более 8000 экспонатов. Собрание книг, его дневники, письма, рукописи, фотографии, личные вещи. Часть экспозиции – воссозданный интерьер дома с подлинными старинными предметами быта. В музее представлены прижизненные издания Гулия, рукописи нескольких произведений, его личные вещи, письменные принадлежности, портреты и бюсты патриарха, фотографии писателя, членов его семьи, многочисленных гостей. Здесь известные абхазские и русские писатели, пионеры, школьники, трудящиеся Абхазии в гостях у Дмитрия Иосифовича. В музее Гулия ребята познакомились ближе с культурным наследием страны, а также прочли отрывки из произведений писателя на абхазском и русском языках. Ум хозяин, знание гость, смысла нету, жить им врозь. Ум опора, крыша знания, кто разрушит жизнь и здание. Сила без ума слепа, разрушит ее судьба. Если нет ума у знания, невозможно созидание. Милая Родина, что ты смотришь с печалью такой? Или потеряла кого-то, кто был любим тобой? Или от тех, кто оставил гнезда свои? Ты грустишь, за морем след их растаял. Ты не туда ли глядишь? Или о том загрустила, что прозябаешь во тьме? Что тебе, цвет мой, не мило? Можешь довериться мне. Ишәҭ ашьхақәа, ишәҭәит арҳақәа, ишәҭәит абнақәа, сыԥсадгьыл сызкәыхшаша, уара ианбык уанышәҭуа. Иҿыхеит адәқьа, иҿыхеит ауа, иҿыхеит аԥсҭа, сыԥсадгьыл сызкәыхшаша, уара ианбык уанҿыхауа. Ажәларқәа ԥхаҟа ицоит, рбызшәала аҵара рцоит, шәаҭамырӡгас уи ҟарҵоит, сыԥсадгьыл сызкәыхшаша, ианбык уара ас уаныҟалауа. Сыхара, сыԥсадгьыл, иҟалазеи, закәузеи,
Иуԥшаауазеи, уцәыӡзеи, абасулах зеиқәузеи, Дхыҵҟа ицаз угәариома, мшынны рҽыҟоу уџьабома, сылашара сыԥсадгьыл, абасулах зеиқәузеи, уахьҵарадоу ԥхоушьома, ма даҽакы гнугома, сылашара сыԥсадгьыл, абасулах зеиқәузеи. По завершению экскурсии у школьников осталась масса незабываемых впечатлений от культпохода в замечательный дом-музей легендарного человека, писателя, поэта и гражданина. Илона Микава, Батху Библай, Борис Цацуа, Гал Медиа. К 150-летию Дмитрия Гулия районный отдел образования Галского района подготовил комплекс специальных мероприятий. Об этом в интервью Гал Медиа рассказал специалист районного отдела образования Мамука Микая. Галский районный отдел образования запланировал целый ряд мероприятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения основоположника абхазской письменной литературы и писателя Дмитрия Гулия. Мы обозначили цели и задачи в рамках комплекса мероприятий, которые мы будем проводить в 2024 году. Самая важная цель, которую мы хотим добиться, это способствование формированию устойчивого интереса к произведениям абхазской литературы, а также раскрытие творческих способностей учащихся при участии в театральной постановке, посвященной творчеству писателя. В феврале текущего учебного года все 19 общеобразовательных школ Галского района проведут тематические классные часы, посвященные писателю. Это воспитательная работа, при котором учащиеся, школьники, абсолютно все под руководством педагога, классного руководителя, вовлечены в специальную организованную деятельность. Приоритетом для классных руководителей проведение классных часов абсолютно в различных формах и видах. Это проведение информационного часа, использование аудио-видеоматериалов, круглые столы, дискуссии, беседы и творческие задания. Все это делается для того, чтобы повысить и улучшить знания о творчестве писателя. В феврале также запланирована поездка в дом-музей имени Дмитрия Гулия. Это 20 учащихся из 4 школ района совместно с учителями едут в столицу республики с определенной программой. Они будут читать стихи на абхазском, на русском, читать отрывки из произведения писателя и исполнять песни. Так как 2024 год является юбилейным годом писателя, то в течение всего текущего учебного года, то есть второй семестр 2023-2024 учебного года и первый семестр 2024-2025 учебного года, мы будем проводить различные мероприятия. Абсолютно все 19 школ посетят литературно-мемориальный дом-музей имени Дмитрия Гулия поэтапно. Интересные и познавательные поездки являются важной частью образовательного процесса. Также помимо этого 21 февраля во всех школах проведут литературные вечера. Это тоже внеурочное мероприятие, целью которой является повышение интереса к литературе, воспитание чувства любви и уважения к ней. Мы объявим конкурс сочинения, то есть эссе на различные темы. Это роль женщины в творчестве Дмитрия Гулия, писатель во все времена. И очень интересная тематика, на мой взгляд, это современен ли сегодня Дмитрий Гулия. То есть учащиеся могут сделать сравнительный анализ. В произведениях Дмитрия Гулия описывается быт, традиции, обычаи абхазского народа, поэтому они могут непосредственно сравнить, какие ценности были, вот, допустим, в первой половине 20-го столетия и с сегодняшним временем. Это очень важно. У учащихся будет возможность изложить все свои мысли, чувства и отношения вообще к произведению на листке бумаги. Конечно же, мы выявим самые интересные работы и будем награждать учащихся. То есть мы будем выявлять именно творческих персон. Мы не обойдемся без интеллектуального конкурса, проведем викторину по произведениям Дмитрия Гулия. Ну а финальная часть и очень важное мероприятие, которое состоится 22 марта в Доме культуры города Гал.
В нем также будут принимать участие абсолютно все образовательные учреждения. Само мероприятие мы поделим на две части. Первая часть мероприятия пройдет в фойе Дома культуры. Это фотовыставка, и это будет некий жизненный цикл писателя. Рождение, детство, юность, молодость и творческий путь. Роль Дмитрия Гулия в становлении абхазской литературы важна. А во второй части мы перенесемся, соответственно, уже на сцену, где учащиеся и учителя создадут творческую атмосферу, то есть они будут показывать театральные сценки на основе произведений писателя. Это такие произведения, как «Мой очаг», «Под чужим небом», «Камачич». То есть это те мероприятия, которые проводятся в рамках района. Но также Министерство просвещения будет проводить республиканские мероприятия творческой направленности и интеллектуальной направленности. Мы также непосредственно будем принимать участие в этих мероприятиях. Это конкурс исследовательских работ на тему «Все ли мы знаем о Гулии?», а также конкурс юных чтецов, где я уверен, что учащиеся галских школ также примут участие. Ну и Министерство просвещения разработает и будет издавать тетради по абхазскому языку, по абхазской литературе, по истории Абхазии, пособия, которые связаны с творчеством и деятельностью писателя. Все его творчество – это культурное наследие страны. Поэтому я надеюсь, что молодое поколение оно будет ценить произведения, потому что в этих произведениях как раз-таки Гулия доносит до читателя то, что есть вот эта вот тонкая связь и любовь к своей родине, к своему народу, к своей культуре, традициям, к природе. И это очень важно. Поэтому такого рода мероприятия нужно часто проводить для того, чтобы дети понимали значимость и вклад в развитие и становление литературы Дмитрия Гулия. Министерство культуры Южной Осетии оказало финансовую помощь Национальной картинной галерее Абхазии в размере 145 тысяч рублей. Выделенные средства были зачислены на специальный счет Министерства культуры Абхазии. В Рио министра культуры Динара Смыр лично поблагодарила министра культуры Южной Осетии Раду Дзагоеву и творческую интеллигенцию за проявленную инициативу и поддержку братского народа. К вопросам здравоохранения. Наиболее эффективный способ защиты – вакцинация. Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в Галском районе не превышены. Чтобы узнать о ситуации из первых рук, наши корреспонденты побывали в Центральной районной больнице. Слово Анжеле Убилава. В Галском районе эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ не превышены, если учитывать аналогичный период предыдущего года. По словам дежурного врача Марики Джонджо, в день в Галскую ЦРБ обращаются от 13 до 20 пациентов, а заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует средним сезонным показателям. А расскажите, какая ситуация сейчас в Галском районе? Чаще ли люди стали обращаться по поводу заболеваемости гриппом? Кто это? Взрослые все-таки или дети больше? Сколько обращений в день, в месяц у вас вот за последние? Последняя неделя у нас всего лишь 13 обращений, но взрослые и дети. Вот, никакой вспышки по району у нас, как обычный сезон, ничего такого. То есть эпидемии? Нет, никакой эпидемии по району нету, просто 13 человек за неделю – это немного. В прошлом году? Было намного больше, но в этом году ничего такого. Из 13 обращений это все по поводу гриппа? По поводу ОРВИ, да, всего лишь 2 пневмонии, все. Воспаление легких было. Остальное обычные ОРВИ и ОРЗ. А вот скажите, после каких симптомов и недомоганий вообще следует обращаться людям? Это в первую очередь общая слабость, кашель, высокие цифры, температуры. Если температура, уже нужно обращаться. Температура может держаться 3 дня, 4 дня. Но после 3 дней это нужно срочно обращаться уже. Там нужно потом рентген сделать легких, нужно доктору послушать, горло посмотреть. И общее состояние пациента тоже, анализы нужно сдать. Все как следует.
По словам врача-педиатра Изольды Джаркава, дети болеют чаще, чем взрослые. И это связано с тем, что они посещают детские сады и школы, где поневоле заражают друг друга. Родители зачастую пренебрегают мерами предосторожности и ведут простуженных малышей в ДОУ и общеобразовательное учреждение, что абсолютно недопустимо, отмечает педиатр. Ну, сейчас обращаемость, можно сказать, не низкая, в том плане, что это зимний период. Заболевания в основном дети поступают с повышенной температурой, кашель, насморк, катаральные явления. Сказать, что прямо осложненные такие вроде нет, но обращаемость довольно большая. Ну, если по приему журнала посмотреть, то где-то обращаемость 15-18 детей в течение дня. Это на одного педиатра приходится каждый день. Сейчас в основном сезон, я вам как сказала, зимний период, респираторные вирусные инфекции. Конечно, дети, школьники, дети из детского сада, там склонности, они сплочены, там сплоченность. И, конечно, эта вирусная инфекция передается от одного к другому ребенку. И, конечно, пик заболеваемости объясняется вот этим. Другие заболевания, такие как инфекционные заболевания, у нас практически довольно низкое сейчас в этом году. Такие заболевания, как детские инфекции, там, эти самые коклюш, у нас редкие в том плане, что прививки у нас делаются регулярно, и поэтому мы как бы этим детей защищаем. Есть некоторые родители, которые отказываются от профилактических прививок, но мы их, значит, настаиваем, объясняем, что это необходимость в том плане, чтобы защитить ребенка от таких инфекционных заболеваний, как коклюш, дифтерия, столбняк, корь, краснуха, паротит. И в этом плане я думаю, что обстановка в районе не такая уж плохая. Для профилактики сезонных заболеваний врачи рекомендуют сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей, носить маски и избегать тесных контактов с теми, кто имеет признаки заболевания, соблюдать питьевой режим и принимать витамин С, а также комплекс витаминов, который повышает иммунитет. Вы, как врач, какие рекомендации можете дать и что нужно делать для профилактики гриппа, чтобы не заболеть? Ну, это в основном, это часто мыть руки, часто проветривание помещения, соблюдать масочный режим. Для профилактики витамины, побольше пить, и жидкости имеется в виду, и носить маски все-таки в общественных местах, и все. Ну, в основном здесь идет антивирусная терапия, идет симптоматическое лечение, там жаропонижающие средства, естественно, обильное питье, теплое питье, проветривание квартиры, влажная уборка. И в основном, конечно, питание, там, фрукты и все такое, значит, которое повышает витамины, которое повышает иммунную систему ребенка. Большинство людей переносят грипп нормально. К группе риска относятся дети до 2 лет. Пожилые пациенты, беременные, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Такие пациенты обязательно должны обращаться к врачу своевременно. Грипп сильно ослабляет иммунитет, активизируя при этом патогенную флору, что может спровоцировать размножение бактерий. Возможны поражения пазух носоглотки и бронхов, что может привести к пневмонии. Осложнениями гриппа могут быть менингит, энцефалит, заболевания сердца, почек и печени, пояснили врачи. Поэтому не стоит относиться к своему здоровью пренебрежительно и заниматься самолечением. Я хочу, чтобы просто родители, значит, я не скажу, чтобы здесь такие родители, которые поздно обращаются, там по несколько дней ждут. Ну, бывают единицы, конечно, это исключение. Да, самолечением занимаются. Прежде чем прийти к врачу, уже сами назначают ворох
этих препаратов. И в основном очень любят антибиотики назначать с первых дней. При вирусных инфекциях антибиотики первые 3-4 дня вообще не показаны, потому что вирусы нечувствительны к антибиотикам. Это когда бактериальная флора наслаивается, только в этом случае идет применение антибиотиков. Но вот здесь у нас, конечно, немножко с родителями идет такой, они уже начинают лечить с антибиотиками, а потом тоже прерывать это тоже нельзя, и поэтому надо либо начать и выдержать курс, либо вообще не начать. И, конечно, лучше не начинать без разрешения врача. Но они занимаются самолечением, покупают лекарства и понаслышке от кого-то идет лечение, самолечение в основном. Что касается самолечения, пациенты часто самолечением занимаются. Я обращаюсь к населению самолечением не заниматься, как самолечение нам дает осложнение. Сразу можно обратиться к врачу, который поставит диагноз. Вспышки гриппа в Галском районе нет, а наиболее эффективным способом защититься от болезни является вакцинация, отметила заместитель главного врача Галской ЦРБ Мага Гергидава. Расскажите, какая ситуация сегодня в районе? Повысились ли показатели заболеваемости гриппом? Много ли обращений в больницу ЦРБ города Гал? У нас эпидемиологическая обстановка в районе, можно сказать, что стабильная. Да, вот у нас каждый день поступают больные с ОРВИ, с ОРЗ, с гриппом, но без осложнений. В основном поступает с температурой, с кашлем. Редко бывает, но есть осложнения пневмонии. Стационара нету, поэтому мы их лечим амбулаторно. Что касается профилактики, самый наиболее эффективный способ – это вакцинация от гриппа. Вакцинацию мы проводим в конце октября и в начале ноября до начала простудных заболеваний. Профилактика в основном длится после вакцинации, это 12 месяцев в год. Много ли обращений? Кто это в основном, взрослые или дети? У нас поступают и взрослые, и дети. Поэтому, если взрослые, то к терапевту или к инфекционисту, а если дети, то к педиатру. Чтобы защититься от гриппа и ОРВИ, следует придерживаться простых правил. Мыть руки после посещения магазинов и поездок на общественном транспорте, а также по возможности не контактировать с инфицированными людьми. При первых признаках болезни следует оставаться дома, чтобы не заражать окружающих и избежать развития осложнений. Анжела Белава, Трия Басария, Бату Библая, Борис Цацу, Гал Медиа. Энергетика. Стабилизировать подачу электричества в Абхазии удастся к концу марта, началу апреля, с учетом социального перетока электроэнергии из России, принимаемых мер по экономии, расхода и перспектив наполнения Джварского водохранилища. Об этом на совещании по энергетике в Кабмине заявил директор ИНГУР-ГЭС Леван Мебония. Он добавил, что уже сейчас нужно планировать меры для покрытия дефицита электроэнергии в перспективе в осенне-зимний период 2024-2025 годов. По мнению энергетиков, ситуацию способно изменить системное внедрение счетчиков и перспективное планирование альтернативных источников генерации энергии. 39 аппаратов для майнинга изъяли в Сухуми. Должностные лица Государственного таможенного комитета Абхазии совместно с сотрудниками СГБ и Госстандарта выявили 39 действующих аппаратов для добычи криптовалюты модели Ватсмайнер M30S+, с водяным охлаждением. Майнинговая фирма располагалась в Сухуми в техническом помещении на складской территории по адресу улица Адыгейская, 9. По установленной информации, аппараты принадлежат гражданину России Евдокимову. Суммарно они потребляют мощность электроэнергии, равную 117 киловаттам в час. Оборудование для майнинга было изъято и вместе с материалами по делу передано в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА. Основная задача управления городского хозяйства – поддержание жизнедеятельности города. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью для Гал Медиа первого замглавы администрации Галского района Дмитрия Адлиева. Какие основные задачи стоят сегодня перед управлением городского хозяйства? Основная деятельность УГХ, она, как и всегда, связана с жизнеобеспечением города с помощью поддержания деятельности нашей инфраструктуры. Это водоснабжение, канализация, уборка мусора, уборка территорий.
Это работа постоянная, которую мы проводим ежедневно. Более того, наши работники работают и в выходные дни. В случае возникновения каких-то вот стихийных явлений, недавно, кстати, у нас было повалено несколько деревьев, мы также проводим расчистку. То есть все, что связано с наведением порядка коммунального в городе, этим занимается наше управление. И, соответственно, дальнейшая служба водоканала, наша отдел водоснабжения и водоотведения, занимается обеспечением функционирования всей системы водоснабжения города и той части района большей, которая подключена к центральной системе водоснабжения. Мы занимаемся учетом жилого фонда города, это касается секционных многоквартирных домов. Это определение места под возможное строительство в городе. Один из пунктов согласования является управление городского хозяйства, когда людям необходимо выделить землю там, под гараж, под другое строительство, изменение планировки дома. Они также обращаются к нам, мы занимаемся документальным сопровождением. Также мы являемся одним из пунктов согласования по получению справок для документации жителей. Мы подтверждаем факт проживания жителей на нашей территории с тем, чтобы они имели возможность получить документ, вид на жительство, либо паспорт гражданина. Это как бы основные направления деятельности, которыми мы занимаемся. Гайцы часто испытывали проблемы с водой. Как решается этот вопрос сегодня? Есть ли дефицит воды, который раньше был связан с тем, что вот проводились восстановительные работы? Система водоснабжения, мы не раз об этом и снимали репортажи. Я знаю, ваши съемочные группы выезжали на наш водозабор и на места аварий. Выезжали съемочные группы вместе с нашими аварийными бригадами. Ну, что можно по этому поводу сказать, что ситуация с нашими водоводами, она, к сожалению, не улучшается. Мы об этом не раз говорили, о том, что, в принципе, необходима полная замена труб водоводов наших, питающих город. Глава лично этим вопросом занимается, и я думаю, в случае этой полной замены вопрос будет решен. Но дело в том, что объемы финансирования этих работ, они очень высокие, и мы районным бюджетом этого точно не потянем. Плюс необходимо провести ремонт и головных водозаборных сооружений, потому что там у нас тоже проблемы, там стены дают трещины в некоторых местах. Мы своими силами как-то справляемся, проводили большие объемные работы, там заменяли вентили водосброса. Эти работы были проведены. Есть ли проблемы сегодня с кадрами? Часто ли идет молодежь на работу? Молодежь у нас очень мобильная, грамотная. Они, естественно, выбирают для себя условия труда и уровень оплаты тот, который позволяет им решать их бытовые вопросы, расти как-то, то есть ориентироваться на какие-то вот такие моменты. Мы, как и любая другая государственная организация наша, да, бюджетная, у нас проблемы с заработной платой, с ее уровнем. Да, действительно, под Новый год руководство района изыскала возможность, благодаря грамотному распределению финансовых средств, и подняли зарплату. Мы привлекаем молодых людей вот на работу. У нас в абонентском отделе есть молодые люди, которые пришли к нам на работу. Мы пытаемся создать комфортные условия труда. Здесь на работе у нас дружный коллектив. Какие проблемы вы решаете сегодня в первую очередь и с какими вопросами чаще всего к вам обращаются гальцы? Люди обращаются по бытовым вопросам к нам. Бытовые вопросы касаются элементарной жизнедеятельности, там, канализация, водопровод, это касается вот коммунальной сферы. Да? Потом дальше люди у нас в течение года мы выдаем около 1500 справок разного типа для предоставления по месту работы или по требованию там, паспортно-визовой службы. Есть обращения по поводу расчистки крыш. Их тоже немало. За прошедший 2023 год к нам поступило более 270 заявлений. Ресурсы у нас ограничены, это как бы извечная наша проблема. Ресурсы у нас ограничены, наш бюджет на 80% состоит из зарплат, да, нашим сотрудникам. И он настолько скуден, что мы всегда изыскиваем возможности, средства для решения тех или иных вопросов. Тем не менее, вот, что касается мелких бытовых проблем, мелких бытовых вопросов по канализации, по водам, мы, естественно, их решаем. Если вопросы покрупнее, мы как бы договариваемся с населением, допустим, они закупают часть материалов, что касается там, замены труб на их улицах, а, соответственно, мы работы проводим там бесплатно. Как вообще решается проблема вот с выгулом бесхозных свиней в городе? У нас вообще проблема с выгулом бесхозных животных в городе. Да? Сегодня у нас
администрация района совместно с отделом внутренних дел реализует программу, по которой будут установлены видеокамеры наблюдения в центральной части нашего города, в парковых зонах. В последнее время, особенно последнее время, у нас участились случаи появления бесхозно гуляющих свиней в центральной части города. У нас запрещен выгул свиней бесхозный в городе, но санкций как таковых предусмотрено не было. Поэтому буквально сегодня ушло письмо в районное собрание. К этому письму нашему подкреплены заключения нашего главного эколога и главного санитарного врача, которые расписали все неприятности, связанные с выгулом бесхозных свиней. Предварительно мы разговаривали с многими депутатами нашими районного собрания, с председателем районного собрания Бесланом Замировичем Кантария, которые, в принципе, предварительно, если пока мы сейчас будем ждать их решения, они готовы нас поддержать и ужесточить меру ответственности за бесхозный выгул свиней. Я думаю, те, кто посмотрят выпуск ваш Галмедиа вот, с нашим общением, они поймут, что мы настроены решительно. И вот это последнее касаемо мусорной свалки, все-таки какое-нибудь решение хоть в каком-то году намечается, или, может быть, будут строить мусороперерабатывающие заводы. По поручению, значит, главы района мы направляли в районное собрание письмо с предложением об установке тарифов на завоз мусора из Сухума к нам. Но пока этот вопрос находится на стадии рассмотрения, как я понимаю. Когда вот встал вопрос со свалкой, да, с этой, общались с нашими коллегами из Сухума, да, и ожидали решения этого вопроса вот то время, когда это вот происходило. Но, как мы видим, ситуация не меняется, продолжается. Вопрос стоит, он актуален. Ну, рассчитываем, что в этом году мы придем к какому-то решению, наконец. И управление городского хозяйства, в частности, и вообще в целом администрация района, мы всегда пытаемся создавать благоприятные условия для любых начинаний в бизнес-сфере, любая сфера деятельности, которая здесь у нас, которая интересна городу, интересна району, она поддерживается, и глава администрации за это ратует постоянно. Так что постепенно возможности растут. И часто на совещаниях наш начальник налоговой нашей службы докладывает о росте собираемости, здесь тем, что появляется новый бизнес, появляются новые возможности. Сейчас у нас в ближайшее время откроется заправочная станция цивилизованная, наконец, которая будет... Да, она будет на въезде в город. Я уже смотрел проект, сейчас он проходит стадию согласования. Ну, это формальная процедура такая. Они по всем правилам устанавливают эту заправочную станцию, устанавливают очистные сооружения специальные для того, чтобы сбрасывать в канализацию не грязную воду отходную, а уже очищенную. То есть много-много, то есть на самом высоком современном уровне проводят работы. Там же появятся рабочие места для жителей района, и мы предварительно с теми, с кем согласовывали эти работы, они также сказали, что мы вот откроем рабочие места новые для молодежи. Естественно, я там пожаловался ему, что боюсь, что от меня уйдут к вам на работу, потому что зарплаты у них будут хорошие, высокие. Ну, как-то мы найдем общий язык, найдем понимание в этом вопросе. То есть для меня, как управление, появится новый абонент по воде, по коммунальным услугам. Это нам позволит чуть увеличить даже собираемость, это тоже отрадно. Поэтому мы здесь работаем. Да, не все так плохо, все будет хорошо. Над Бедийским собором установлена новая крыша. Впереди восстановление купола. Корреспонденты Галмедиа посетили самый восточно-христианский храм Абхазии в эту пятницу, чтобы на месте узнать о ходе работ. Самый восточный христианский храм Абхазии, Бедийский собор, один из уникальных архитектурных объектов, памятник культуры раннего Средневековья, находится приблизительно в 15 километрах от центральной трассы. Дорога, по которой можно попасть в Бедийский храм, грунтовая, по времени занимает минут 15 и открывает красивый пейзаж на окрестности. Бедийский храм находится в живописной горной местности. Это культовое место для паломников и ценный памятник архитектуры Абхазии, который был возведен в конце X века при царе Баграте III. Сегодня здесь полным ходом ведутся восстановительные работы. Храм выстроен на высоком холме Бедийского плато, откуда открывается невероятно красивая панорама Кавказского хребта. А ниже крутых обрывов расстилается колхидская низменность. Ну, в принципе, о Бедийском храме, наверное, знают все в нашей республике, да и вообще.
Это входит в один из первейших строений в ЮНЕСКО. Это само святое место, понимаете? Вот сюда какая-то аура совершенно другая. И паломники приезжают, и люди хотят увидеть все-таки. Но взять и законсервировать, это тоже дорогого стоит. Но я думаю, лучше приложить какие-то усилия, средства и что-то начать делать. Государство откликнулось. Кстати, вот за все это время я обращалась ко всем президентам. Дай бог здоровья всем, кто откликнулся в лице президента Аслана Георгиевича, премьер-министра Александра Золотинского. Фонд был создан в 2004 году, в мае месяце. Фонд так и называется «По спасению Бедийского храма». Я думаю, что это богоугодное дело, и с удовольствием этим занимаемся, кто причастен к этому. Огромная благодарность хочу сказать тому человеку, тем людям, которые занимаются таким вот благотворительным делом. Это очень важно, это сохраняет наша культура, наша традиция. Но все-таки особое уважение тому человеку, кто выделяет и на это и сделает такие благие дела. Храм построен на фундаменте ранней христианской церкви. И, несмотря на более чем тысячелетнюю историю, собор неплохо сохранился, но все же нуждается в реставрации. Современное состояние храма оставляет желать лучшего. Особенно в плачевном положении находится кровля, которая стала течь и нуждалась в восстановлении. После грузино-абхазской войны вот эта северная часть у нас была разрушена именно снарядами. И я выходец из Бедии, поэтому родилась такая идея, чтобы как-то, во всяком случае, восстановить его, создать фонд, найти учредителей. И это у нас получилось, сделали. Учредителем оказался наш земляк Арш Баотар Йонович, депутат Госдумы. С чего мы начали? Прежде чем начать северную эту стену восстанавливать, мы должны были его открыть. У нас здесь все было заросшее. Начали с чистки территории, начали с дороги, которая должна подойти к храму, открыли колодец храмовый и очень много работ очистительных провели. Потом мы нашли научные мастерские Москвы, которые непосредственно были приглашены сюда, и был составлен проект, трехтомник по северной стене. И мы сделали северную стену. Мы сделали, как говорится, запрос, попросили Отара Йоновича, он пошел нам навстречу и профинансировал проектно-реставрационную, все бумаги научно-реставрационные именно по однозальной церкви этого здания, которое вы видите. Но впоследствии у нас, начал течь, кровля течь. Мы как-то до этого временную сделали. Ну а сейчас прямо очень, и лесопилы были уже в нехорошем состоянии. И, как говорится, мы обратились, к премьер-министру, к президенту. И благо они пошли навстречу нам. Вот вы видите, накрывают храм, и очень даже, как говорится, профессионально, выдержано. Я думаю, что ничего здесь, никакие нарушений никаких нет. Вот такую работу колоссальную по храму ни по одному храму в Абхазии не проведена. Сейчас я считаю, что мы на верном пути, и у нас это должно получиться. Всем неравнодушным гражданам, ко всем обращаюсь, прежде чем это сделать, критиковать, что они делают там и так далее, все просто, что могут, чем могут, просто рядом встанут. Богоугодное дело, я думаю, что это всем воздастся. Когда-то все внутренние стены храма покрывали росписи и фрески. От них, к сожалению, сегодня мало что осталось.
Прежде чем были начаты восстановительные работы, здесь провели ряд научных исследований, в результате которых были найдены следы 2 храмов, рассказывает начальник госуправления охраны историко-культурного наследия Карик Сангулия. Работы были начаты сразу после военного времени. Прежде чем приступить к проекту, им должны предшествовать научные исследования. Здесь проводились археологические исследования, в результате которых были найдены 2 новых храма. Следы 2 храмов, предшествующие Бедийскому храму. Эти храмы оказались более древнее, VI века. Их фундамент сейчас видели слева и справа. Они юстиниановского времени, то есть до появления Бедийского храма. Тут были еще 2 храма, предшествующие более древнего времени. Это в результате исследований было установлено. Дальше что? Начиная с фундаментного основания, вокруг вся территория также и внутри исследовалась. Оно послужило базой для создания научного проекта. Так оно положено. И все моменты, которые мы сейчас не видим, они были в культурном слое. То есть какие окна, какие стекла там были, какие элементы были. Для отвода воды до самой кровли все эти элементы нашлись. Какая была черепица? Черепица была поливная зеленая, которая характерна для Абхазии, для X-XI веков. То есть все эти элементы были найдены, они послужили базой для создания научного проекта. Проект, при составлении проекта был наш представитель от Госуправления историко-культурного наследия, группа специалистов, мы здесь проводили, доклады были на международной конференции. И все это время мы были в курсе самого проекта на каждом этапе. Были геологические заключения, были, работы проведены по идентификации материала. Скажем, камень из Бедийского храма мы нашли тут, в том месте, где они добывали ее, тут можно найти сразу. И были найдены неизвестные совершенно элементы, разные рельефы, другие моменты, которые они, раньше не учитывались. Теперь вместе с полнотой материала проект стал совершенный. В данный момент в связи со стихийным действием нам пришлось приниматься за кровлю. Сейчас реставрации всего храма речь не идет, потому что пока не призвана группа специалистов квалифицированных, пока эти работы не могут быть оплачены, они дорогостоящие, вы знаете эти работы, и срочно было решено приняться за кровельные работы. Кровля сейчас старая вся, которая была сделана после военное время, она устарела. Не было, видимо, тогда другая технология, а сейчас она более совершенная, я думаю, надолго хватит. Как отметил руководитель строительно-подрядной организации Рустам Цвейба, специалисты уже завершили демонтаж старой кровли и часть работ по восстановлению шестяной части крыши, которая прослужит как минимум 50 лет. В Бедийском соборе работы мы начали ровно месяц назад, это 23 числа было. Правда, перед этим мы месяца 2 готовились к этому ремонту кровли, завозили материал, они издалека шли, их заказывали. Куча тут деталей, таких фасонных, которые они невидимые, очень много невидимых, но при этом они влияют на качество крыши, поэтому мы совсем готовы, все имеем, и ребята тоже настроены. Кровля Бедийского собора сейчас делится у нас на 2 этапа, потому что мы основную часть кровли накрываем, поскольку она уже была, скаты были ясны, мы также их повторяем. А получается, так как нету цилиндра и самого купола, эта часть уже идет на 2-й этап. Если погода будет также хорошо идти дальше, на следующей неделе мы собираемся уже завершать основную часть кровли. Это будем говорить, кроме купола, всю остальную часть мы будем завершать. Осталось теперь решить купольную сторону. Купол мы сейчас окончательно не сможем, тот, который по проекту должен быть. Этот купол будет, может носить временный характер, я так думаю. Почему? Потому что нагрузка, которая была по проект был сделан лет 10 тому назад, а это требует новой экспертизы теперь. Потому что после 5 лет проект должен быть еще раз подвергнут экспертизе. Сейчас другие технологии, другие средства, другой материал более совершенный. Мы будем думать, что облегчим купол по своему весу, и та трещина там, которая есть, для этого все завершится благополучно. По словам специалистов охраны историко-культурного наследия, сложность представляет восстановление цилиндрического купола, который строители будут устанавливать позже совместно с историками и российскими специалистами. На восстановление кровли руководство Абхазии выделило 8 миллионов рублей.
Точные сроки реставрации Бедийского собора специалисты пока затрудняются назвать, но кровельные работы завершатся уже в течение 20 дней. Анжела Убилава, Тея Басария, Батубиблая, Гал Медиа. На этом наш выпуск завершен. Как всегда, призываю вас, уважаемые телезрители, следить за новостями Галского района и всей республики вместе с телеканалом Гал Медиа и редакцией информационной программы «События недели».